Это. Когда-то задумал один царь построить большой город. Для этого повелел он собрать всех каменщиков и плотников, что жили в его стране. Среди них был молодой каменщик, которому пришлось идти строить город на следующий же день после своей свадьбы. Город строили 12 лет. И вот, когда закончились все работы, мастеров стали отпускать домой, награждая их перед этим за долгий труд. Каждому строителю предлагали на выбор либо деньги, либо 3 мудрых совета. Но ни один мастер не пожелал вместо денег получить мудрые советы. Но вот дошел черед до того каменщика, которого увели на работы сразу после свадьбы. Подумал тот и ответил, что хочет услышать 3 мудрых совета. Тогда царь промолвил: «Вот тебе первый совет. Никогда не клади свою ношу на лошадь случайного попутчика. Второй. Никогда не останавливайся на ночлег в доме, где жена стара, а муж молод. Или муж стар, а жена молода. Третий. Помни, что на ногте твоего пальца записано: будь сдержан». Затем царь дал ему 3 калача из ячменной муки и сказал не разламывать их, пока он не переступит порог своего дома. И вот каменщик вместе с 2 другими мастерами двинулся в путь. Как-то в жаркий полдень нагнал путников всадник. «Эй, друзья!» — окликнул он их. «Давайте-ка я помогу вам. Кладите свою ношу на мою лошадь». Оба попутчика нашего каменщика отдали свою ношу всаднику. Каменщик же не отдал. Ехал всадник потихоньку, ехал, и вдруг пустил коня вскачь и ускакал, унося с собой одежду и деньги обоих мастеров. Тут каменщик подумал: вот и пригодилась мне первая заповедь. У моих попутчиков все пропало, а у меня же все цело. Настал вечер, и путники остановились в одном ауле. Увидев, что хозяйка дома, где было решено переночевать, молодая, а муж хоть и богат, но уже стар, наш каменщик встал и ушел спать в другой дом. Молодая жена дождалась, когда все заснули, зарезала своего мужа и стала кричать, что гости убили его. Сбежались разъяренные сельчане и убили обоих мастеров. «Вот и вторая заповедь мне пригодилась», — подумал каменщик, и отправился дальше в путь. К родному дому привела его судьба в канун праздника. Замедлил каменщик шаги и слышит разговор. Разговаривают 2 голоса — женский и мужской. «Проклятие!» — подумал он. «Пока я целых 12 лет трудился, к моей жене, оказывается, любовник ходил». Выхватил он тут свое ружье и стал целиться в окно. В этот миг взгляд его упал на ноготь пальца, лежавшего на курке, и он вспомнил о сдержанности. Тогда он заставил себя снова прислушаться и услышал опять те же голоса. «Мама, когда вернется наш отец?» — спрашивал молодой голос. «Скоро, сынок, скоро. Царь уже отпустил мастеров, и твой отец со дня на день должен теперь прийти», — ответил голос жены каменщика. «А вот и я!» — радостно закричал каменщик, вбегая в комнату. Жена бросилась ему на шею, следом за ней бросился в его объятия и сын. Когда жена опомнилась от радости, она стала говорить мужу: «Ведь ты, наверное, голоден», и начала было хлопотать, чтобы подать на стол еду, но каменщик остановил ее и сказал: «Постой, у меня есть 3 калача, подаренных мне царем». Разломили они калач, и высыпалось оттуда 500 золотых. Столько же они нашли во 2 калаче и в 3. Не забудьте подписаться на канал. Подписавшись на канал, вы не только приобретаете знания, но и являетесь распространителями ислама.